Кто такой Абдурозик? Феномен самого маленького певца из Таджикистана. О таджикском блогере-певце маленького роста Абдурозике последний месяц говорит всероссийское интернет-сообщество. Но мало кто знает подробности его биографии. Абдурозик, уникальный таджикский мальчик родом с севера Таджикистана, набирает стремительную популярность далеко за пределами родины. Он уже покоряет Москву, учит русский язык, знакомится с популярными блогерами и спортсменами из России и становится интересен очень разной многонациональной аудитории. Между тем Абдурозик сначала стал популярным у себя в стране не только благодаря необычному внешнему виду и детскому обаянию, но прежде всего за счет природного музыкального дарования и публикации видео с ним. Сегодня у него не только многомиллионные просмотры видео в сети, но и внушительная армия поклонников сразу в нескольких странах Центральной Азии РФ. На его Instagram подписано более 822 тысяч человек, а видео на YouTube набирают миллионы просмотров. И теперь он оказался полноправным участником мира шоу-бизнеса. Кухистон Лайв собрал все самые интересные факты из биографии популярного таджикского блогера и артиста Абдурозика. Биография Абдурозика, сколько ему лет и откуда он. Особенный таджикский мальчик на самом деле, юноша. Абдурозику 17 лет. Он родился в обычном горном селе Гиждарва на территории Сагдийской области Таджикистана неподалеку от древнего города Пенджикент. Абдурозик обладает прекрасным слухом и голосом и начиная с 2019 года записывает песни, выступает на мероприятиях. Он увлекся блогерством и на этом поприще сейчас делает невероятные успехи, и без преувеличения можно сказать, начинает звездную карьеру. Известно, что будущий любимец публики появился на свет в малообеспеченной семье. Именно поэтому еще в самом раннем возрасте родители Абдурозика не смогли вовремя вылечить его детскую болезнь. В итоге заболевание переросло в тяжелый хронический недуг. Но сам парень себя ущемленным не считает. «Я не считаю себя инвалидом. Я считаю, что я лучше некоторых взрослых людей. Я умею зарабатывать деньги», — говорит Абдурозик. Из-за рахита Абдурозик остановился в росте на отметке в 100 сантиметров, но, несмотря на эту физическую особенность, юноша всегда жил полноценно. Из части биографии о семье нужно также упомянуть, что Абдурозик воспитывался в многодетной семье, у него есть 3 брата и 2 сестры. Так, старший брат сейчас служит в рядах таджикской армии, а самый младший учится во 2 классе. Примечательно, что при рождении мальчика назвали Мухаммадразик, но после того, как была обнаружена неизлечимая болезнь, его переименовали в Абдурозика. До того, как к Абдурозику пришла слава, он помогал по дому отцу, даже занимался ремесленничеством, собирал собственными руками небольшие сундуки и прочие вещи из дерева, делал ремонт. Из-за недуга пошел в 1 класс намного позже сверстников, в 12 лет, поскольку родители боялись, что мальчик столкнется со многими трудностями, и ограждали его от этого. Абдурозик окончил школу в 2020-м и сразу поступил в Институт искусств Таджикистана на факультет эстрадного пения. Его творческая биография только началась. Звездный час Абдурозика. Певческий талант Абдурозика заметил знаменитый таджикский рэпер, продюсер и менеджер Барон Бехрус Набиев, который занялся раскруткой певца. При этом на первых порах завязавшаяся дружба между ними не носила такого ошеломительного коммерческого интереса и была связана только с творческой реализацией Абдурозика в рамках республики. Поначалу Барон просто решил помочь необычному мальчику найти свое место в жизни. Он забрал его в столицу Таджикистана, город Душанбе, записал его на студии, спел с ним совместную песню, разместил видео в интернете и за короткое время увидел, что Абдурозик вызвал живой интерес у публики. Дальше все пошло по естественному сценарию. Каждый день Абдурозик и Барон выкладывали короткие видео из обычной жизни. Учеба, прогулки, путешествия, еда, музыка, шутки. Все как и полагается в жанре современного блогерства. Помимо своего основного дарования, певец уникален веселым нравом, заразительным смехом и доброй душой. Нельзя не отметить и стильный имидж Абдурозика. На каждом фото и видео он блещет как настоящий современный дэнди, регулярно ухаживает за собой, любит совершать шопинг. А помимо спортивных нарядов на сцену выбирает классические костюмы с умилительными бабочками и яркими галстуками. А еще у маленького на первый взгляд Абдурозика есть большие мечты. Одна из них – открыть в родных краях Пенджикента отель для путешественников. А пока он принялся строить собственный дом и небольшой ресторан. Главное и то, что Абдурозик теперь настоящий кормилец для родных и полностью обеспечивает их. Учитывая темпы, с которыми Абдурозик приобретает популярность, его мечта имеет все шансы осуществиться.
А он сам, судя по прогрессу, станет еще одним известным таджиком, прославившим страну далеко за пределами. Сейчас видео с участием Абдурозика являются вирусными как в Таджикистане, так и в России и набирают миллионы просмотров. Возможно, что обретенная популярность поможет юноше получить необходимое лечение, ведь по итогам медицинских обследований врачи пришли к выводу, что Абдурозик может вырасти еще на 50 сантиметров. Но учитывая, что именно такие уникальные габариты принесли ему славу, не факт, что блогер захочет менять что-то в себе. Абдурозик – популярный певец. Артистичный и в то же время непосредственный Абдурозик обладает мелодичным, чистым голосом. Физические особенности отразились и на голосовых связках, а потому у певца очень забавное звучание. Петь он начал еще мальчиком в первых классах, причем не только песни на таджикском, но и некоторые композиции на индийском языке. За 3 года активной музыкальной жизни в музыкальной биографии Абдурозика десятки песен. Есть те, что писались специально под него, а есть и очень успешные и самобытные кавер-версии известных хитов. Кроме эстрадного исполнения, Абдурозик поет много народных песен в классическом восточном стиле шашмаком. Но началось все с песни Абдурозика «Крик души», «Охи Дилизор», видео которое за короткое время набрало около 4 миллионов просмотров, почти 120 тысяч лайков и свыше 11 тысяч положительных комментариев на разных языках мира. Лиричная песня о неразделенной любви не сбавляет оборотов по популярности, с ней он выступает на концертах, а видеоклип продолжает набирать нехилые просмотры. Вторым громким успехом становится дуэт рэп-исполнителя Барона с юным Абдурозиком. Они спели патриотическую песню «Родина-мать», «Ватан Мадар». На видео звучат слова «Таджикистан вперед!» и «Давайте поднимем флаг нашей страны», адресованные всем спортсменам и тем, кто живет далеко за пределами. Очень брутальное видео двух парней набрало 3,7 миллиона просмотров и массу положительных отзывов в комментариях. Очередная яркая композиция в творчестве, классическое исполнение хита Шашмакома в современной аранжировке. Абдурозик спел ее на фоне Гисарской крепости, одной из самых узнаваемых достопримечательностей страны. В этой песне особенно ярко звучит голос певца, слышно и то, как удивительно легко даются Абдурозику самые высокие ноты и мелизматика непростого народного произведения. А еще в арсенале сладкоголосого Абдурозика самая любимая и узнаваемая песня таджикского народа «Чаки-чаки барани бахар», «Капли дождя», «Метро эстрады» Далера Назарова. В клипе на песню Абдурозик удивляет на видео не только душевным исполнением, но и музицированием. Необычный мальчик сам наиграл мелодию, сидя за белым роялем. Бой Абдурозик, Хазбик, как блогеры покорили интернет. В самом начале 2021-го популярный YouTube-блогер из Дагестана Хазбик Хазбула, с которым часто сравнивают Абдурозика из-за внешнего вида, предложил таджикскому певцу помериться силами и пригласил на бой. Причем не в блогерстве или артистизме, а встретиться друг с другом на боксерском ринге. Абдурозик сразу принял вызов Хазбика по видео, подчеркнув, что выйдет драться не за деньги, а за честь. Это предложение, прозвучавшее в соцсетях, всколыхнуло интернет. О необычных ребятах пишут в международной прессе. Бой Хазбика и Абдурозика вызвал широкий резонанс. Одни отмечали, что такая битва недопустима и выглядит насмешкой, другие радовались за парней из Таджикистана и Дагестана. Что бы ни говорили, но долгожданная встреча таджика Абдурозика и дагестанца Хазбика состоялась в Махачкале. Давние противники и конкуренты увиделись на пресс-конференции перед боем. Видео было опубликовано 17 мая 2021. Известно, что инициатива о таком нешуточном бое исходила со стороны известного чеченского блогера Асхаба Тамаева. Он, кстати, стал вдвое популярнее после встречи Абдурозика и Хазбика и довел личный канал на YouTube до 1,8 миллиона подписчиков. Само собой, состоявшийся предварительный бой был без крови и переломов. Хазбик и Абдурозик немного подразодарили себя и аудиторию выпадами и махами руками и ногами в сторону противника и больше показали класс в словесном батле, нежели в спортивном. Видео пресс-конференции Абдурозика и Хазбика посмотрело более 12 миллионов человек. Для сравнения, официальную пресс-конференцию всемирно известных Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на канале UFC за 2 года посмотрели чуть более 7 миллионов человек. И эти сравнительные цифры говорят сами за себя. Однозначно, причина столь высокой популярности – нестандартные габариты бойцов Хазбика и Абдурозика, их нетипичная внешность. Так, рост Хазбика при весе 18 килограммов составляет скромные 93 сантиметра, а 17-килограммового Абдурозика – 100 сантиметров. На вопрос, почему Абдурозик принял вызов Хазбика, певец отвечает без стеснения, по-мужски.
«Я с детства хотел помериться силой с кем-то из своих ровесников», поделился ранее Абдурозик и отметил, что делает это не ради денег, а только чтобы проверить себя. Несмотря на кажущуюся детскость, Абдурозик уже давно не ребенок, и в своих видео рассказывает, что отвечает на желание друга и продюсера Барона по собственному усмотрению, старается принимать то или иное решение сам. И бой с Хазбеком был его личным выбором, не имеющим ничего другого, кроме как человеческого интереса. «Он такой же, как и я человек», — говорил Абдурозик еще перед боем с Хазбеком. Он также рассказал, почему, в отличие от Хазбека, не выкладывает в соцсети видео из спортзала. Обосновывает Абдурозик это тем, что лучше не кичиться своими спортивными данными, чтобы потом не попасть в просак. Некоторые спортсмены перед тем, как провести бой, хвастаются, а потом проигрывают. «Я лучше не буду этого делать», — заметил таджикский блогер. Несмотря на это заявление, Абдурозик хорошо знает все боксерские стойки и даже подмечал слабые моменты Хазбека. А чуть позже выложил очередное ответное видео из спортзала на беговой дорожке, со штангой и личным тренером. Самые смешные мемы про бой Абдурозика и Хазбека. И хотя историческая схватка боя Абдурозика и Хазбека еще не опубликована, она уже прогремела на весь земной шар. За последний месяц нет события в мире единоборств, о котором говорили бы больше. О бое Хазбека и Абдурозика шутят звезды UFC и даже американский баскетболист Шакил О'Нил. О'Нил опубликовал в Instagram шуточное видео, на котором участники самого громкого боя года представлены в образе Шака и другой звезды баскетбола 90-х годов Чарльза Баркли. Кроме того, бой такой популярный, что на эту тему в интернете появилось много разных мемов, где Хазбека и Абдурозика сравнивают с Хабибом и Макгрегором, представляют их с поясами победителей ММА. Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сихуда тоже не остался равнодушен к бою. «Дана Уайт, поскольку ты не хочешь дать мне в сопернике среднестатистического Александра Волконовски, что насчет этих двух гигантов?» Написал он таким образом обращение к главе крупнейшей в мире организации ММА. Еще один известный в мире смешанных единоборств человек, американский тренер Марк Генри, опубликовал целую серию постов, посвященных бою года. Несмотря на то, что Абдурозик ранее заявлял о намерении сразиться с Хазбеком бесплатно, известно, парни получат фиксированный гонорар, но какой именно, не раскрывается. Пока видео Абдурозика и Хазбека породило массу шуток и ярких мемов, организаторы боя без стеснения называют его самым ожидаемым в 2021 году. По прогнозам, этот бой могут посмотреть как минимум 15 миллионов человек. Дорогие братья и сестры, берегите себя и своих близких. Дай Аллах вам здоровья и счастья. Подпишите на канал, поделиться видео с друзьями. Пожалуйста, не забывайте лайк и комментарии. Чтобы сделать этот канал еще более интересным, приглашайте своих друзей.